В Симферополе презентовали фундаментальные труды по истории Крыма. Крымский научный центр Института истории имени Марджани, Республики Татарстан и Крымский инженерно-педагогический университет совместно представили издание свода памятников истории и культуры крымских татар. Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, документы Крымского ханства, крымско-татарские арабографические грамматики, а также научный журнал «Крымское историческое обозрение». Мы живем в удивительное время. Издаются замечательные книги. Мы вот так собираемся. Кругом ученые и молодые люди. Именно эта цель преследовала нас, когда мы возвращались на родину. Первый том Гаспринского, я хочу сказать, был передан мною Ольге Юрьевне Васильевой. И он дошел до адресата. И я там, если позволите, написал такие слова: с уважением от Крымского инженерно-педагогического университета и с благодарностью от всего крымско-татарского народа. Ну, взял на себя такую ответственность. Ибо на всех площадках, вот 25 июня, везде министр образования Российской Федерации пропагандирует нашего высокого просветителя. За это низкий поклон. Также низкий поклон авторам. Все издания посвящены исследованию истории Крыма с древнейших времен, историко-культурному наследию крымских татар и других народов. В данных трудах отражена мусульманская культура Крыма, духовная, материальная, то есть это мечети, я не знаю, надгробные камни. Очень содержательно, достоверно, поэтому желаю дальнейших успехов. Партнерских отношений с нашим родным вузом, с нашими друзьями и партнерами в лице Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, библиотека имени Гаспринского. И за это время, благодаря совместной деятельности, постоянной поддержке руководства Республики Татарстан, благодаря сплоченной команде специалистов, собственно говоря, стало возможным появление в свет 15 книг и 9 номеров научного журнала «Крымское историческое обозрение».